Добрый день, Егорова Анна Викторовна, ваш адвокат. Моя юридическая помощь по гражданским и уголовным делам оказывается вам в связи с вашим тяжелым материальным положением. Я тебя раньше нигде не видел. Ну, только если на других делах в суде. Вы там уже не раз же были. Итак, Польский Андрей Алексеевич, 21 год. Неправомерное завладение транспортным средством. Нанесение вреда здоровью. Вандализм. Ну и? Странный момент, что до 11 лет вы учились в школе на отлично, подавали высокие надежды, были активны в спорте, также социально активны, несмотря на сиротство. Но буквально за 1 год вы совершенно стали другим человеком, таким, как сейчас. Много знаете. Понимаете-то много. Что от меня надо? Вы понимаете, что вы обвиняетесь по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации? Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью до 8 лет. Если вы не будете со мной сотрудничать, я не смогу вам помочь. Знаете, чем-то вчерашний вечер напомнил мне ситуацию, которая случилась со мной 10 лет назад. Стойте, а откуда эта девушка вас знала? Это была моя сестра. Я тогда успел убежать, но ее застали мертвой на следующее утро. Насильника так и не нашли. Как испарился. Может быть, поэтому я не смог себе позволить, чтобы подобная ситуация приключилась мной. То есть, получается, вы спасали девушку от насилия, и у вас есть свидетель, который может это подтвердить? Получается так. Вот только я не знаю, кто она и где сейчас. Извините.
Я не раз возвращался к тому, что было, когда все пошло не так. Прошло столько лет, но картина перед глазами, как будто это случилось вчера. Случившееся помогло мне кое-что понять. Мы не можем изменить своего прошлого, но можем поменять настоящее и будущее. Пора позаботиться о том, что имеем и что предстоит. Пора перестать жить воспоминаниями. Пора перестать за них мстить, а оглядеться вокруг и идти вперед.